Главные события в материалах наших корреспондентов. Это итоги дня. В студии Юрий Осипов. Здравствуйте. Вот основные темы выпуска. Город Якутск вошел в долгосрочный план комплексного развития 16 дальневосточных городов. Это позволит повысить качество жизни людей, развить перспективные отрасли экономики. Более 100 человек прошли подготовку в центре Ботур и в составе добровольческих отрядов «Барс» отправились на специальную военную операцию. Строительство многоквартирных домов, которые должны были быть сданы еще в прошлом году, обсудили на уровне первого заместителя председателя правительства республики. В Мирнинском районе за прошлый год заключено 132 социальных контракта с малоимущими семьями, малоимущими, одиноко проживающими гражданами. Государственная социальная помощь оказана на сумму более 15 миллионов рублей. Представители 8 регионов страны примут участие в 5-м по счету экстремальном марафоне «Полюс Холда и Мекон». В этом году забег проведут на 2 дистанциях – полумарафон и марафон. Город Якутск вошел в долгосрочный план комплексного развития 16 дальневосточных городов. Правительство России утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития городов Амурской и Магаданской областей, Приморского, Хабаровского и Забайкальского краев, Чукотки, Еврейского автономного округа, в том числе 2 города из Якутии – Якутск и Нерюнгри. Всего на Дальнем Востоке будет реализовано 22 плана комплексного развития городов и агломераций. Это позволит повысить качество жизни людей, развить перспективные отрасли экономики, создать новые рабочие места и дополнительные возможности для самореализации людей, раскрыть уникальные природные преимущества регионов. На Тихоокеанской железной дороге приступили к строительству 5-го моста из 6. Железная дорога соединит Эльгинское месторождение в Якутии с морским угольным терминалом в Хабаровском крае. На Тихоокеанской железной дороге продолжается работа по возведению моста через реку Малый Джилон. В январе этого года строители смонтировали центральную часть автодорожного пролетного строения. Общая протяженность моста составит 160 метров. Строительство не останавливается, даже зимой работы ведутся, несмотря на суровые климатические условия, отметили в компании. Провозная способность железной дороги и перевалочные мощности порта Эльга в Охотском море составят 50 миллионов тонн угля в год. Развернутая протяженность железной дороги составит 626 километров. На сегодня готово 290 километров железнодорожного полотна. Из Якутии доставили первую партию подписей в поддержку Владимира Путина. 10 января в Центральный избирательный штаб в Москве привезли подписи, собранные в 12 регионах России, включая первую партию подписей жителей Якутии. Выборы президента России пройдут 15, 16 и 17 марта 2024 года. Действующий глава государства Владимир Путин идет на них как самовыдвиженец. Для регистрации в качестве кандидата ему необходимо собрать в свою поддержку и предоставить в ЦИК России 300 тысяч подписей избирателей. Ну, люди реагировали положительно, все, и начиная от стюардесс, заканчивая всем, значит, коллективом аэропорта, все относились как-то с большим уважением и с трепетом, да, к нашему определенному, вот очень ценному грузу. В республике продолжается работа по оказанию помощи нашим военнослужащим. Оперативный штаб Единого координационного центра республики организовывает передачу гуманитарной помощи мобилизованным и военнослужащим из Якутии. За прошедший год была оказана всесторонняя помощь мобилизованным, военнослужащим и их семьям. Так, представители общественных организаций выделили технику, обмундирование и необходимое оборудование. Для специальных военных действий доставили 18 единиц техники на базе УАЗ, 47 квадроциклов «Сокол». В текущем году рабочий план центра утвержден. Планируется вывоз первой партии техники в ближайшее время. Если говорить о цифрах, то в ноябре предприятиями было пожертвовано 8 автомобилей УАЗ, в декабре было пожертвовано 10 автомобилей УАЗ, и сегодня у нас на готове к отправке готовы 6 единиц автомобилей УАЗ. Эта работа будет продолжаться. Сегодня под эгидой правительства республики дана рекомендация всем предприятиям государственным по возможности предоставления техники в зону СВО для поддержки и для укрепления обороноспособности наших военнослужащих. Более 100 человек прошли подготовку в центре Ботур и в составе добровольческих отрядов «Барс» отправились на специальную военную операцию. Количество желающих не уменьшается. Каждый месяц на очередной набор кандидатов приходят десятки человек. За несколько недель инструкторы центра из вчерашних гражданских людей, многие из которых никогда не держали в руках оружие, готовят боеспособных воинов. Подробнее о подготовке добровольцев расскажем далее. Большинство курсантов Центра подготовки «Ботур» – это гражданские люди. Многие не проходили даже срочную службу в армии. Исходя из этого, инструкторы Центра разработали специальную программу, благодаря которой за 3-4 недели обучают новобранцев азам военной науки. Подготовить ребят
к нагрузкам, потому что там психологические, физические нагрузки очень серьезные. Мы специально для этого ездили, там смотрели, проверяли, что на передовой, и потом стали уже под эту программу, подготовили огневую, тактическую, физическую, минно-взрывная подготовка. Ну, короче, все основное, что топография еще, чтобы люди, которые придут туда, более-менее ориентировались во всем этом. Многие, кто прошел подготовку в центре Ботур, после первой командировки вновь подавали заявки и ехали на СВО. Высокий уровень подготовки позволяет бойцам отрядов «Барс» нести минимальные потери. Сейчас в центре занимается больше десятка кандидатов, среди которых и молодые люди, и уже взрослые состоявшиеся мужчины. Мне 52 года, я достаточно и для себя поработал, и для семьи. У меня дети есть, работа есть, бизнес есть. Я туда еду не за деньгами. Думаю, отдать перед отчизной долг. Здесь с помощью наших инструкторов получаем какие-то знания, которые нам там понадобятся. Вот оказать первую помощь медицинскую, которая может дать там шанс кому-то, допустим, как обращаться с оружием, тактическая подготовка, физическая подготовка, ну и моральная подготовка. Кроме тренировок кандидатов в добровольческий отряд, инструкторы центра работают и над военно-патриотическим воспитанием школьников и молодежи республики. С учебным центром «Ботур» работаем уже с сентября месяца в плане военно-патриотического воспитания молодежи. И вот провели уже несколько республиканских соревнований, городских соревнований по эстафете, военно-патриотической эстафете. Военное патриотическое воспитание. И мы, когда проводим медицинскую подготовку, строевую подготовку, тактическую подготовку, этим предметом дети очень интересуются. Многие бойцы из отряда «Барс» из Якутии представлены к высоким российским и республиканским наградам за проявленное мужество в боях. И наверняка нынешние кандидаты, пройдя обучение и отбор в отряд, зарекомендуют себя как смелые и храбрые воины, продолжат славные традиции добровольческих отрядов «Барс» из Якутии. Александр Хавренко, Илья Сыромятников, Якутск. Строительство многоквартирных домов, которые должны были быть сданы еще в прошлом году, обсудили на уровне первого заместителя председателя правительства республики Дмитрия Садовникова. По словам министра строительства Виктора Романова, в прошлом году по программе переселения граждан из аварийного жилфонда ожидалось введение более 120 домов, из них большая половина была сдана. Оставшиеся объекты планируется ввести в кратчайшие сроки. Мы проговорили те нюансы, которые на сегодня есть. В основном эти вопросы касались по получению заключения о соответствии объектов, которые выдает УСЖН. Ну и договорились, чтобы максимально согласованные сроки, это январь, эти объекты были введены. В прошлом году из плана 124 многоквартирных домов введено 60 домов. В январе планируем 18 домов, в феврале планируем 19 и так далее. Длинные праздничные каникулы не для всех предприятий выдались выходными. Так, например, региональный оператор не прекращал своей деятельности ни на минуту. Чтобы за новогодние каникулы город не утонул в мусоре, техника предприятия работала в усиленном режиме. Подробности в материале наших ленских коллег. Новогодние каникулы в Ленске выдались теплыми, поэтому у регионального оператора была возможность работать без сбоев. Ежедневно на линию выходило 4 единицы техники, именно поэтому мусорные площадки были постоянно чисты. Да, убирать регулярно и чисто там все около нашего подъезда. Живу в центре города, мусор каждый день убирают. На выходных иногда бывает, через день, а так каждый день. Нет с этим проблем. И такая картина наблюдается по всему городу. Чисто, приятно посмотреть. Жители заметили, что с того момента, как предприятие «Профи» начало осуществлять свою деятельность, мусорные площадки убираются всегда своевременно. Года 2 назад, я помню, раз что-то, и тут вообще было куча. А сейчас все нормально. Вот, пожалуйста, с утра. В 9 утра не убирают, нормально, все стабильно. 2-го приехали они, все чисто было. С самосвалом даже приехали, да. 2 числа они приехали. 1-го отдыхали, мусор накопился, а 2-го 2 машины подошли, и они его убрали. Освобождают баки, после начисто убирают вокруг них лопатами. К своим обязанностям работники предприятия относятся более чем ответственно. Мы работали каждый день. Погода позволила технике работать, то есть
не было никаких низких температур, то есть ниже 45 мы стараемся технику не выпускать в связи с тем, что техника вся работает на гидравлике. Каждый день работало 4 единицы техники, 8 человек задействовано было, плюс ЭТРовский состав, который у нас отслеживал, и постоянно были у нас на связи. В праздничные дни к работе была привлечена и техника для вывоза крупногабаритного мусора. Жители буквально завалили мусорные площадки мебелью, техникой и огромными коробками. Регулярно вывозился мусор и из частного сектора. Сегодня региональный оператор заключает договоры с жителями частного сектора на оказание услуг по вывозу мусора. Площадками для его сбора оборудованы уже все улицы. Также руководитель предприятия просит население своевременно производить оплату услуг. Ведь именно от этого зависит стабильная работа компании, следовательно, и чистота города. Светлана Болеева, Виталий Андреев, Ленск. Стремление только вперед. В Якутске завершилась научно-практическая конференция «Шаг в будущее-2024». В ежегодном конкурсе молодых исследователей приняли участие более 1500 школьников с 5 по 11 класса не только со всей республики, но также с ближайших регионов России. Состязания прошли в 42 подсекциях по 13 видам научной деятельности. На закрытие конференции, кроме присуждения дипломов победителям и лауреатам, свои именные награды по общественному выбору дали представители различных предприятий и общественных организаций. Итоги очень неплохие, и отличием этого года является то, что один доклад, один участник. И, естественно, у нас появились новые подсекции, которые в этом году стартовали впервые. Если в прошлом году у нас было 39 подсекций, то в этом году у нас уже 42 подсекции. Конечно же, я впервые участвую в этом конференции. Я думаю, что было очень интересно, и хотел бы поблагодарить моих родителей за то, что они поддерживали меня, и арктической школе, то, что они верили в меня. И хотел бы поблагодарить моих руководителей Лену Даниловну и Анну Андреевну. В Мирнинском районе за прошлый год заключено 132 социальных контракта с малоимущими семьями, малоимущими одиноко проживающими гражданами. Государственная социальная помощь оказана на сумму более 15 миллионов рублей. Более подробно смотрите далее. В 2023 году 23 жителя Мирнинского района примкнули к рядам предпринимателей. Новые коллеги воспользовались мерой поддержки, все больше становящейся популярной среди населения социальным контрактом. Такой хороший механизм граждан по выходу из трудной жизненной ситуации. В прошлом году, если у нас, позапрошлом году, в 2022 году, мы оказали соцконтракт 99 семей, на сумму более 14 миллионов, а вот в 2023 году 132 уже социальных контракта на сумму более 15 миллионов рублей. Реализация социальной программы доступна и для инвалидов трудоспособного возраста. Такой контракт заключила рукодельница Татьяна Клопченко. Она открыла торговую точку по продаже вязаных изделий. Так сказать, дали толчок, наверное, в моей жизни. Мечтала очень давно. И благодаря соцконтракту я смогла приобрести машину, на которой я вяжу. Сама бы я, наверное, не решилась сделать такое вложение, потому что ращу ребятишек. И все, как обычно, всегда вкладываем в детей. Надо отметить, что чаще всего пользуются социальным контрактом на приобретение оборудования для открытия той или иной мастерской. Например, Александр Имихелов закупил швейные машинки для автоателье, который сегодня востребован среди владельцев железных коней алмазной столицы. Я изначально работал в мебельной мастерской, приобрел себе одну машинку и начал шить у себя в гараже. И как-то постепенно перешел на машины. Потом купил онлайн-курсы в тюнинг-школе и начал заниматься пошивом машин, салонов. Илья Леонов, так же, как и Александр, открыл мастерскую в гараже. Только здесь изготовление кованых изделий и элементов из металла. Раньше всегда занимался металлом, что-то варил, что-то делал, учился. Печи какие-то варил, заборы. И решил, что надо быть самозанятым и этим делом заниматься. Начал потихоньку заниматься, и на сегодняшний день изготавливаю разные изделия.
Сегодня главная задача новых предпринимателей – увеличить производство, а также трудоустроить других людей, тем самым расширить бизнес и развернуться в полную силу. Анна Васильева, Мирный. По итогам ежегодного конкурса лучших журналистских работ Союз журналистов Якутии подвел итоги. В номинации «Фото года» обладателем стал фотокорреспондент редакции ИСИА и пресс-службы главы и правительства Якутии Андрей Сорокин. Подробнее об этом в следующем материале. Карьеру фотографа Андрей Сорокин начал в Нерюнгри. Там же познакомился со своим наставником Марией Васильевой, которая спустя некоторое время пригласила его работать в ЯСИА и по сей день наставляет Андрея, давая советы, замечания и рекомендации. Идеальной фотографии никогда не бывает. Все равно есть какие-то мелочи, шероховатости, вот это все это есть. Поэтому наставничество, я считаю, что это нужно для каждого человека. И хорошо, что мне повезло, что у меня рядом со мной такой человек, как Мария Васильева. Вот уже 3 года он работает в пресс-службе главы и правительства республики. В его задачи входят рабочие командировки по улусам Якутии и регионам страны. Он снимает официальные встречи, объезды и регулярно попадает в наши кадры. Рост Андрея Сорокина равен 186 сантиметрам. Он отметил, что высокий рост мешает его коллегам-операторам, но не ему, так как высокий рост порой помогает сделать удачный кадр. Ну, бывает то, что, допустим, из примеров объезд по объектам строительным, и бывает то, что там очень узкое пространство, но надо проскочиться как-то. Ну, получается. Не всегда, конечно, но получается проскочить. Он ответственный, отзывчивый и вежливый. Это лишь часть того, как отзываются о нем его коллеги по цеху. Это такая преданность работе не у всех есть, считаю. И то, что каждый хочет пожить для себя, отдохнуть, а вот у Андрея каждая минута он находится в работе. Вспомнился случай, когда Андрей помог и мне. Это было на 3-м курсе, я проходила практику, и мне дали задание сделать репортаж в Саха-театре. И он подошел ко мне и мило начал спрашивать, как вообще мне работа, и дал совет, у кого взять комментарий. Вроде мелочь, но очень приятно, помню до сих пор. И да, Андрей у нас очень отзывчивый, и я считаю, что вот эта награда, он, конечно же, заслуживает ее. Андрей Сорокин отметил, что ежедневно перед ним стоит важная и ответственная миссия. Всегда нужно быть начеку и не допускать ошибок, ведь профессия фотокорреспондента требует сочетания творческих и технических навыков. Мы желаем Андрею удачи и успехов в профессиональной деятельности. Даяна Федорова, Джулстан Иннокентьев, Якутск. В Якутске прошел интернациональный Новый год. На мероприятии подвели итоги работы Национально-культурного объединения республики за прошедший год. Данное мероприятие проводится Ассамблеей народов Якутии, Домом дружбы народов при поддержке Министерства по внешним связям и делам народов республики. В ходе мероприятия состоялась традиционная церемония награждения. Также между Домом дружбы народов и организациями прошло подписание соглашения о сотрудничестве. Сплотив под своим крылом национально-культурное объединение «Диаспора и землячество», Дом дружбы народов стал центром реализации множества межнациональных проектов, проведения праздников, тематических вечеров, семинаров и мастер-классов. Все наши национальные культурные объединения в течение года очень активно работают. Они получают гранты, они проводят сами мероприятия, проекты. И вот мы это отмечаем. И чтобы вот именно действительно, чтобы показать, наверное, значимость этих проектов, что мы знаем их работу, знаем их вклад в развитие именно нашей республики. Фестиваль «Зима начинается с Якутии», национальный праздник ИСЭХ, спортивные игры «Дети Азии». Именно эти события приходят на ум, когда речь заходит о туризме в Якутии. Действительно, ушедший год был плодотворным для туристической отрасли республики. Про итоги и перспективы в этой сфере расскажет Вероника Таюрская.
Якутия – твоя сила духа. В названии бренда отражается самый холодный регион мира. Именно благодаря своему холоду, природе и культуре туризм в Якутии продолжает набирать обороты. В прошлом году республику посетило рекордное количество туристов. Для развития отрасли из федерального бюджета было выделено порядка 240 миллионов рублей. Было проведено 60 мероприятий, 57 предпринимательских инициатив получили грантовую поддержку. Наиболее популярными в 2023 году в Якутии стали событийные и экологические виды туризма. В этом году у нас какие планы? Этот год детства. У нас как раз будут состояться международные игры «Дети Азии», поэтому у нас основной упор будет на развитие инфраструктуры для детского туризма, для детского молодежного туризма. Как раз сейчас основная работа проводится по созданию экскурсионных маршрутов, по подготовке ресторанов, гостиниц для участников «Дети Азии». Эти игры будут у нас проводиться и во время национального праздника СЭХ. Экологический туризм развивается на особо охраняемых природных территориях. На их землях свою деятельность ведут 25 туроператоров. В ушедшем году количество посещений ООПТ достигло отметки в 13 тысяч человек. Всего на 235 заповедных территориях функционирует 35 туристических маршрутов. И самыми популярными ООПТ для туристов является, конечно же, природный парк «Синяя», где в основном проводятся сплавы, посещение Синских скал, также природный парк «Живые алмазы» Якутии в Мельницком районе, где проводятся экскурсионные туры. Также очень популярными стали рыболовные туры в ресурсных резерватах Келя и Белянка. Перспективными направлениями для развития туризма с точки зрения туроператора являются центральные улусы, такие как Намский, Горный и Мегино-Канкаласский, а также горные, как Момский и Тампонский районы. Как отметил туроператор Вячеслав Антонов, в Якутию, кроме туристов из других регионов страны, стали приезжать туристы из Китая и Японии. Популярные направления у нас являются это школьные экскурсии. Они круглогодичные, у нас с осени начинается и заканчивается в конце мая. Летом переходим полностью на летние. Летние это уже взрослые. Это сплавы, самые популярные направления. Экскурсии для приезжих туристов. Тоже группами приезжают из разных регионов России. Не за горами открытие нового туристического сезона этого года. Отрасль активно готовится к его проведению. Вероника Таюрская, Илья Сыромятников, Семен Семенов, Георгий Григорьев, Якутск. Бегун-экстремал пробежит 42 километра 195 метров в пятом марафоне «Полюс Холда Аймикон-2024». Василий Горбунов посвятит забег своему предстоящему юбилею, 75-летию, поддержанию здорового образа жизни и второму правнуку, который родился сегодня. За плечами бегуна несколько международных и региональных соревнований. Марафонец вошел в книгу Гиннесса как участник самого массового забега в мире при температуре ниже минус 25 градусов. Привет всем жителям Алмазного края. Я Горбунов Василий Михайлович, представляю Мирницкий район, поселок Светлый. Завтра, 12 января, состоится пробег «Полюс холода». Представители 8 регионов страны – Москвы, Смоленской, Курской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской областей, Удмуртской республики и Якутии примут участие в пятом по счету экстремальном марафоне «Полюс холода Аймикон» 12 января. В этом году забег проведут на 2 дистанциях – полумарафон и марафон. По заявкам на пятый марафон прошли регистрацию 24 участника на дистанцию полумарафона и 16 на дистанцию марафона. В Москве в концертном зале Останкино прошел международный фестиваль молодых исполнителей «Огни Рождественской Москвы». В нем приняли участие сотни детских коллективов со всей России, в том числе и якутяне. Воспитанники детского сада «Чукдар» покорили жюри своим трогательным выступлением и заняли степень лауреата первой степени. Что именно исполнили юные артисты и через что прошли на пути к победе, узнаем в следующем материале. Фольклорный ансамбль «Чукдар», город Якутск, республика Саха, Якутия. Ваши аплодисменты, друзья!
Это первая большая награда юных артистов. Они выступили в номинации «Инструментальное искусство», исполнили попурри народных песен. В коллективе 13 детей, многим всего по 4 годика. Но их репертуару позавидует любой взрослый. Всего за 4 минуты, именно столько длится номер, ребятам удалось завоевать сердца жюри и зрителей. Сыграли и спели отрывки сразу 5 композиций. Всего на конкурсе было представлено 8 номинаций. Узнать, кто лучший в вокале, танцах, театральном искусстве, приехали около 100 коллективов из России и стран СНГ. Чтобы выйти лауреатами конкурса, якутянам удалось перепеть более 12 ансамблей. Судьи оценили владение голосом, костюмы и игру на музыкальных инструментах. Я очень долго занимаюсь на ансамбле и еще очень долго занимаюсь на кипсюре. Нужно поймать ритм и ударять, чтобы был хороший, огромный звук. На пути к победе юных артистов не остановила ни конкуренция, ни разница во времени между Москвой и Якутском. Одного выхода на сцену ребята ждали 7 часов, но и в перерывах они пели. Они же 5-летние дети, 4, 5, 6 лет им. Ага. И вместо того, чтобы там сидеть грустить, они собрались в кружок и начали запевать Осохой. И всем детям вокруг тоже поднимали настроение. Прямо сейчас, кстати, за вашей спиной они тоже в Осохое. А, точно. Так, якутские песни покорили сцену Останкино. В планах у ансамбля Чукудары еще большие высоты. Ребята уже начали изучать новые песни и готовы к новым свершениям. Айсена Бурнашова, Григорий Николаев, Москва. Таким увидели этот день наши корреспонденты. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.